mıydı gözler, saf mıydı gözler? Sen beni aldanma. Yak mıydı sözler, yak mıydı sözler? Sen beni aldattın inanma. Çok mıydı gözler, saf mıydı gözler? Sen beni aldanma. Yak mıydı sözler, yak mıydı sözler? Sen beni aldattın inanma. Итак, друзья, про поездку в Дагестан. Я говорила, что я собираю группу из начинающих блогеров, которые хотят поехать со мной в трехдневный тур в Дагестан. Там будут у нас развлечения, горячие дагестанские парни. Ну, ничего плохого не надо думать. Дагестан — это очень такая серьезная страна. В шортиках нельзя, в купальниках нельзя. Закрытая одежда, сразу предупреждаю. Красоты Дагестана увидим и проведем с начинающими блогерами трехдневный интенсив. Будем уделять по 3 часа в день ведению блогинга, где я буду рассказывать, показывать, как ведется блог. И, достар, изюминка на торте. Снимем совместный рилс. А сегодня крутое, что ли, предложение? Очень крутое. Офигительное. Кто не готов оплатить больше 100 тысяч, вообще не пишите. Такой вкусный пирог. Просто съездить трехдневный только тур. Дагестан сами у нас запросили 60 тысяч. Честно, просто бомбическое. Плюс перелеты. И что там остается? Ничего. А мое потраченное время стоит очень дорого. Итак, переговоры долго вести не будем, друзья. По поводу этого трехдневного тура. Кто готов, опять-таки, говорю, потратить свое время, деньги и остальные ресурсы, то, пожалуйста, пишем в рекламный аккаунт. Ссылочку оставила. В рекламный аккаунт. Не мне. Короче, вылетаем 1 апреля. Еще раз напоминаю. Оплатить надо будет, забронировать место уже сегодня. Завтра крайний день. Берем с собой только 5 человек. Не больше. Потому что мне надо уделить каждому внимание. С каждым надо снять рилс. Каждого научить вообще, как вести блог. Поколабиться с горячими дагестанскими парнями. Для этого же тоже надо время. Увидеть красоты Дагестана. Ой, гафутельный ваш мой пирог. Завтра крайний день. Özünce saddana tapmak. Albarap kalar, kaltırap kalar. Niyeti başkanı tapmak. Oynadı gözleri çaknak. Özünce saddana tapmak. Albarap kalar, kaltırap kalar. Niyeti başkanı tapmak. Çak mıydı gözler, saf mıydı gözler? Sen beni aldanma. Yak mıydı sözler, yak mıydı sözler? Sen beni aldattın inanma. Çak mıydı gözler, saf mıydı gözler? Sen beni aldanma. Yak mıydı sözler, yak mıydı sözler? Sen beni aldattın inanma. Холодной водой обливайся каждое утро. Сначала теплой водой обливайся, а потом резко холодной водой. Потом опять теплой, потом опять резко холодной. Таким образом тело тонизируется. Или что делает? Тонизируется. Ну, короче говоря, наполняется энергией. Ну, еще говорят, типа, кожа подтягивается. Я не знаю, конечно, вы же сейчас знаете, что у меня проблема с кожей. Я делаю сейчас все возможные варианты по подтягиванию кожи. И вот один из этих вариантов. Это сразу такой заряд энергии, такой мощный. Прям вообще круто. Итак, дорогие друзья, теперь надо намазать на лицо какой-нибудь кремушек. Очень хороший кремушек. Я сейчас этот детский крем не мажу. Я раньше только детский крем мазала, но вот после того, как сделала дорогую операцию, теперь я уже дешевые крема не мажу. Потому что это и нам пошел очень дорогая пластическая операция же была. Поэтому для меня, по крайней мере, дорогая была. Поэтому я теперь очень тщательно выбираю крема, которые буду мазать на свою кожу, чтобы не испортить свою кожу. Я сейчас, короче, на косметику Анджиа Фарм подсела. Я не знаю, как это называется. Вроде правильно называю. Анджиа Фарм. Блин, офигительная линейка, девчонки. Дорогая, конечно, но, блин, мне нравится. Я такая думаю, блин, чем я раньше, дурочка, не пользовалась?
Да, блин, раньше, потому что ты меня долго было. Поэтому не пользовался ним вообще. Крема просто офигительные. Вообще вся уходовая косметика у них просто обалденная. На Viber в тот раз заказала вот этот фирмы Анджея Фарм лосьонный крем, когда у меня закончился, да. Прикиньте, что? Мне не понравилось. Что-то было не то. И я решила больше на Viber не заказывать. Потому что на Viber все-таки подделок много. Беру только в специализированном магазине у одной девчонки, которая много лет занимается косметикой. Не знаю, лет 15, что ли, она занимается. Она мне посоветовала вот эту линейку. Вот, кстати, вот этим кремом я пользуюсь для зрелой кожи. Ну, у меня же сейчас зрелая кожа. Будете брать косметику, тоже очень важно, берите только в тех магазинах, в которых вы уверены. Потому что подделок очень много. А потом вы будете говорить, типа, а крем-то ни хрена не хороший. Эффекта нету. А стоит дофигища денег дорого. Ха-ха-ха. Вот так будете говорить. Это я прямо именно так раньше и говорила. Но опять-таки эффект накопительный. Это я тоже недавно только поняла. Я раньше думала, вот так намазал крем. Все, завтра должно быть кожа в идеальном состоянии. Ну нифига, конечно, оказывается. Я раньше многие вещи доктор не понимала, такая дурочка была. Ну и сейчас я, конечно, умом не блещу. Но я хотя бы стараюсь сейчас. Ну все, да все. Вроде нормально. Я сейчас тоналку не мажу. Редко, очень редко мажу. Меня лень потом смывать вот это все. И лицо все равно у меня болит немножко. Прикиньте, вот эти места. Иногда даже на подушку ложишься, больно. Прикиньте, уши вообще. Вот уши вот так трогаешь, они до сих пор болят. Особенно вот мочки. Вот так вот трогаешь, да, и прям такая, знаете, вот такая вот боль, такая прямо, как будто иголками. Хирург говорит, еще полгода на реабилитацию. У меня вообще просто после как замороженное лицо. И я спросила хирурга, я говорю, вот эта замороженность закончится, нет, когда-нибудь? Он такой говорит, ну это, может, говорит, чувствительность даже не вернуться. Ну и нафиг. Самое главное, какое лицо мне сделал. К сегодняшнему дню я полностью готова. Dance, 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 dance. 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 Провожаю свою ласточку, машину, другие руки отдаю. Мы проездили на этой машине ровно 3 года, ровно. Мы купили его 3 года назад в феврале. И вот 3 года прошло. Горько, конечно, очень жалко. Но я думаю, в хорошие руки она попадет. Но нам надо тоже двигаться вперед и уже поездить на другой машине. Потому что опыт надо иметь. Как будто у тебя опыта нету. Ну, какой да, опыт вот тебе машины, надо сейчас иметь? Новые машины, новое поколение, там разной электроники много. Вот, надо научиться пальцами включать все вот это. Вот. Но вот эта ласточкой вообще вот 3 года. 3 года. Вот. На нем новый аккумулятор сейчас. Вот. Что еще? Ну все, она обслуживана, хорошо. Единственная одна проблема есть. У него гремит задняя правая стойка. Но я прямо честно сказал, я хотел его поменять. Я честно сказал покупателю, я говорю, так-то, так. Он говорит, проблем нет, я поменяю. Это не критично. Вот, так что я сейчас буду собирать все вещи с машиной. Там очень-очень много вещей. Загрузить то, что в машины положено. Это запасные колеса, запасные, говорю, летнюю резину. Еще кое-что там, кое-что. У него еще коврики есть. Вот, Ева коврики. Это вообще прикольная машинка, конечно. Карнивал Достар в дальнюю дорогу вообще обалденная машинка. Потому что, как вы знаете, вот сейчас я открою, покажу. Я на самом последнем заднем сиденье всегда спала. Если мы в дальнюю дорогу ехали, уй, аллахарат, инде бардак, носки, блокнот, мусор висят. Ну, сейчас я буду убираться здесь. Вот здесь вот, где эти сиденья? Куда они делись? Сложил же, надо же колеса грузить, эти же летние. Эти сиденья я сложил, я могу показать, сейчас открыть. Давай, открой, покажи. Прям вообще очень удобная машинка, на самом деле, Достар. Вот, смотрите, трансформер. Вот. Вот. И вот это так же делается. Да. Бананда ты не тип кургатинде.
Вот, Карнивал вообще очень удобная машина для многодетной семьи. Вот видите, она прямо все вот так вот сложилась, да, прикиньте. Вот это Багажник тоже поднимается. вместительный, да, вот эти поднимаются. Сейчас мы вам покажем вот отсюда, с внутренней стороны. Вот видите, я отсюда вот заходила вот так вот так. И вот здесь вот прямо ложилась, вот здесь прям, видите, сколько места тут. Вообще свободно. И тут я всегда спала. Представляете? Удобная машинка для многодетной семьи. Тут, считай, вот 2 места, да. Кожаные сиденья. И вот этот еще там 3 места. Прикиньте, 3-й ряд. Жалко, конечно, ее продавать, друзья. Но хотим поновее. Обновить хотим. И вот, жалко. Очень хорошая машинка. Сейчас, наверное, Альберт будет на моем Купере Нет, кататься. я на Купер твоей, я буду на Матизе ездить. Ну смотри. Да, не смотрю, я сейчас заведу его уже. А то у меня такое ощущение сложилось, что ты Купер, блин, специально Нет, купил. я тебе же купил. Я всегда вот говорю, езди, ты сама же не хочешь. Я сейчас вот Матиз заведу и все. Вот. И Вот, будет Альберт на Матизике гонять, пока не найдет новую машину. и смотрите, Прикиньте, Альберт и Матиз, и там еще там туфелька нарисована. Ладно. И смотрите, друзья, на этой машине вот за 3 года мы проехали ровно, знаешь сколько? Сколько? 100 тысяч. Пробег 123 тысячи. А когда мы его брали, было 24. Ну, 99 тысяч. Офигеть. Это А мы- и, Смотрите, сколько мы путешествовали, и, оказывается. друзья, у нас была же до этого машина Оптима. Ой, Оптиму, когда мы 3 года мы на продавали. нем ездили. Угадайте, друзья, сколько ровно мы на нем проехали? Сколько? 100 тысяч? 100 тысяч. До этого у нас, друзья, была еще одна машина. Mitsubishi Outlander. Ровно 3 года. Угадайте, друзья, сколько мы на нем проехали? 100 тысяч. 101 тысяча. А, Прикиньте. прикольно. Короче, каждые 100 тысяч мы потом продаем машину. Короче, в год получается по 33 тысячи, грубо говоря. Едешь. И это получается на 12 делим. Это получается 3 тысячи. Ну, В тут месяц. 900, 3 тысячи в месяц. Это как будто один раз в Москву туда-обратно съездил. Вот тебе 3000 километров. Ничего себе, мы путешественники. Ну, это же офигеть. помаленьку набирается. Машину, кстати, как раз-таки заберет, знаете, многодетная семья. Да, у них 4 маленьких детей, прикинь. 4? 4 вроде. Ой, алакая. Потому что они в обычной машине не влезут. 4 плюс 2 это 6 человек. Мгм. А эта машина 7-местная. А обычная машина эти 5-местские, прикинь. То есть сзади 3 детей, а 4 куда посадишь? Ну да, А здесь 5 детей можно. поэтому Карнивал покупает. Вот совет вам, у кого много детей, покупайте Карнивал, друзья. Потому что очень выгодно на Карнивале. Конечно, не надо И 2 очень раза за такси удобно. платить. А? Не надо 2 раза такси, 1 раз. Вот, друзья, всегда у меня в машине были, всегда, что это запасные носки в машине обязательно мужикам нужны. Стельки, ну любую обувь. Фонарик обязательно, где бы ты можешь оказаться, вон он горит даже. Щетка. Собирать все свои документы, чеки и всякие туда-сюда, у меня расстройка. Даже у меня, друзья, вот такой шаровый кран есть, лопнутый. Почему я собираю, я не знаю сам. А, я хотел его выкинуть. Почему-то не выкинул. Средства от комаров, если вы ездите куда-нибудь на рыбалку. А вообще у нас комаров-то много. В каждой машине должно быть комар. Еще, друзья, я нашел здесь рулетку, которую я потерял почти месяца 2-3 назад. Еще прикиньте, друзья, я нашел здесь этот, как называется вот этот, кисть для краски. Надо смотреть под сиденьем. Под сиденьем очень много чего можно найти. И деньги, еще что-нибудь, карты. Даже микрофон, друзья, можно найти в машине. Друзья, я нашел в машине 4 ручки. 4 ручки нашел. А когда писать надо, ни одной ручки нету. Еще какие-то ключи, друзья, нашел. Я не знаю, от чего это ключи. Очень много активированного угля. Где почти сразу же. Кто его знает, что вы будете кушать на трассе. Перчик, баллончик, потому что я знаю, много неадекватов ездит. Один раз вот здесь на встрече попался. Вот по встречке едет, да? Остановился и на меня орет. Проезжай, ай, говорит, пропусти, говорит, меня. Мне зад некуда вообще сдавать. Он по встречке едет. И начал орать там, ой-ой-ой. Друзья, смотрите, что я нашел. Угадайте, что это. Это зубы Милёши. Офигеть. Ну все, друзья, полностью покажу вам машину. Еще раз. Так, здесь мусор. Так, это сюда. Вот, короче, спереди начинаем. Вот такой он Карнивал.
Это вот второй ряд. Капитанские сиденья. Они двигаются туда-сюда, все поднимается. Даже вот так, опа, атаманки. Вот так. И вот такой еще у него огромный багажник. Это вот третий ряд, да, поднимается. Здесь еще огромный багажник. Вот карнивал, я не знаю, с таким багажником. Вообще самый карнивал, я думаю, одна из самых лучших машин, которые придумали. Вот. То есть, вот. И вот, друзья. Двери здесь, друзья, электрические. Вот так она закрывается. Вот так аккуратно. Все, друзья. Все. Да. 3 хороших года. 3 хороших года. Очень хороших года. Да. Вроде собрал все. Но то, что если не забрал, эти товарищи живут вроде в Михайловке. Можно в любое время забрать все. Так, закрываем. Машина грязная, конечно, я не успел помыть. Но хоть лобовые зеркала я им сейчас помою, чтобы было приятно в машине. Да. Всем пока, друзья. Мне грустно. Итак, дорогие друзья, готовим котлеты из куриного филе. Нам понадобится для этого куриное филе, понадобится лук, понадобится кишер, понадобится картофан и мука. Короче, куриное филе можно порубить на мелкие кусочки, а можно через блендер пропустить. Я, короче, через блендер пропускаю. Я вот так прямо нарезаю. Лук, короче, тоже прямо в блендер отправлю. Эти котлеты вообще очень обожают дети. Морковку пропускаем через мелкую терку. Насчет папы мне очень много людей пишет. Насчет моего родного отца. Почему, говорит, никогда не показываете? Почему я его не показываю? Да потому что он, друзья, не приезжает ко мне. Я несколько раз делала попыток пригласить его. Хотела пообщаться, но он почему-то не хочет. У меня вот к моему родному папе, да, никакой любви нету. Я это вот честно говорю. Я у бабушки с дедушкой жила до 3 лет. 3 года они меня забрали в Уфу, мама с папой. И вот с 3 лет я жила с родителями 4, 5, 6, 7, 8, когда мне было, они развелись. 5 лет всего я жила. Папа у нас был очень строгий. По стойке смирно все мы ходили, как в армии. Если я приносила домой 2, да, мне попадало конкретно от отца. Он меня вообще конкретно бил ремнем из-за 2. Почему я двоечница-то была? Да потому что меня из деревни привезли, я по-русски толком говорить не умела. Мне очень тяжело было. Там одни русские дети были. У нас в классе 30 с чем-то детей было. И все были русские. Я одна башкирка была. И вот Ильмира или Индира, не помню. Мы потом с этой девчонкой, кстати, в ЖЭО работали вместе. Она лифтер, а я инспектор отдела кадров. Ильмира или Индира? Индира вроде. Она татарка была. Прикиньте, во всем классе из 30 с чем-то детей я башкирка и одна татарка была. Я даже очень рада, что я росла с бабушкой, с дедушкой. И даже, вот знаете, благодаря тому, что я росла с бабушкой, с дедушкой, да, я такая, знаете, без комплексов. Я же могла быть очень закомплексованным человеком, потому что я была же такая пышка, толстушка. Меня всегда обзывали толстой, когда я в школе училась. Я была толстушка, потому что. Но я нифига не была не закомплексованная. И я считаю, это все заслуга моих бабушки и дедушки. Короче, вот, мелко мы нашинковали, отправляем в эту котлетную массу. Можете, короче, поменьше положить, кто морковки не любит. Можете вообще не ложить, честно говоря. Потом туда же мы еще натираем картошку, тоже на мелкой терке. Ну вот, что я хотела сказать-то. Почему отношения с отцом не очень. И у него ко мне не очень отношения, и у меня к нему не очень отношения. Да потому что мы не любим друг друга. Вот и все. Вот и вся правда. А зачем я врать-то буду? Какая тут любовь может быть? Вот с отцом я прожила 4-5 лет. За 4-5 лет он что, меня, блин... Как он может меня полюбить? Я думаю, что никаких чувств у него толком и не смогли зародиться ко мне. Потому что, прикиньте, приходит повзрослевший ребенок к нему домой.
Сколько мне? В 3 года они меня забрали. А в это время уже у меня братишка родился. И им не до меня было. Они, прикиньте, вместе начали жить, и тут рождается Рамиль. Они, ути-пути, мой маленький мальчик, любименький, ты мой... Голую попку его целовали. Ну, я так думаю, наверное. Я не знаю, целовали они или нет. И тут я, трехлетняя кобылка, которая выросла у бабушки с дедушкой. Там люди тоже спрашивают, а что, вы не скучаете по своему папе, не любите, что ли? Да не скучаю я нифига по нему. И он, я думаю, тоже. 2 яйца. О, да фига, что-то фарша будет. Офигеть, что-то я переборщила опять-таки. Потом сюда отправляем чеснок, несколько долек. Это опять-таки на свой вкус. Кладите. Эти котлетки можете также в духовке приготовить. Просто на лист выложите. Лист, самое главное, смажьте. А можете пожарить на сковородке. Потом еще сюда добавляем муку. Знаете, вот где-то тоже на глаз. Полстакана. Ой, какой красивый цвет, да? Это же интересно. Вообще. А когда с брокколи делаешь, с брокколи такие котлетки зелененькие получаются. С морковкой оранжевенькие. Сейчас быстренько наляпаем оранжевые котлеточки. Чтобы котлетки удобно, короче, было делать, да. Вот, берите воду, макайте руки, так они легче формируются. Опять на целую роту, блин, готовлю, друзья. Слишком много наделаю фарша. Посмотрите, какие они оранжевые, красивые. Все, вот это отправляем в духовку. Ставим этот конвектомат и готовим где-то минут 30, наверное. Можно налить воды, можно не наливать воды. Противень готовим при температуре 180 градусов. А надо готовить, чтобы они себе... Город набирались, смотря. В смысле, не себе Не, мы сен күнде жүресің бір немен, допустим, маршрут сен должна запомнить. Жоқ, ну мен кубай бір не білем, мен просто оқиямын, но мен физикалям город. Потому что они переезд, наверное. Да, друзья, я вообще каждую дырку знаю. Все, друзья, блин, сейчас надо машину припарковать. Она до сих пор не умеет как. А я умею припарковать. Просто когда упала тарда. Вот не умеешь, не что, а надо уметь. Упала. Тоже ведь надо уметь. Я на брови приехала. Татуаж бровей. Помните мои брови? Раньше какие были? Серые. Какой серый? Зеленые были. Это же мне делали первые татуажисты Республики Башкортостан. Помните, 15-20 лет назад начали люди татуаж делать. Поголовно, все подряд брови начали делать. И там вот первые мастера, именно первые мастера мне сделали такой татуаж, друзья, что этот татуаж вообще ничем нельзя было вывести. Только вот буквально недавно только же начали люди лазером выводить татуаж. И я вот ходила, 16 или 17 лет ходила черными страшными бровями. Они были до такой степени страшные, некрасивые. Когда я делала этот татуаж, мне вообще соседка сказала: ой, так красиво делает, пошли, пошли. Я, дурочка, согласилась. Потом 100 раз пожалела, всю жизнь жалела, что я этот татуаж сделала. И потом вот обратилась к одной девчонке, Элеоноре. Она вообще первоклассный специалист. Офигительный татуаж делает. Я обратилась к ней. Она полгода меня выводила, только старый мой татуаж. Представляете, полгода выводила. И после этого татуажа бровей, да, я потом долго не могла довериться людям, татуажистам этим, мастерам татуажа, как там правильно их называют. Я вообще с опаской прямо к ним относилась. И когда мне люди говорили: иди, переделай брови, вот этот мастер хороший, вот этот мастер хороший, я прямо не могла довериться. У меня до такой степени остался страх вот этого, что мне опять испортят мои брови. Потому что у меня вообще-то были изначально красивые брови. Но просто, видите, там же мода пошла, все начали делать брови, себе губы. И я такая думаю: ой, пойду-ка я тоже сделаю, блин, да, погонюсь за всеми, какое-то стадо баранов. Ну вот, в итоге же мне вообще капец испортили же. Думаю, опять испортят, потом всю жизнь опять ходи с этими страшными бровями, понимаете? Я прям не нарадуюсь, вот что нашла Элеонору, да, она вот, посмотрите, какую красоту же она мне сделала. Мама отказалась, она говорит, во время
разы не буду делать, Сейчас говорю. она увидит у дочери у тебя. Вот. Она Я- ей надо посмотреть только. Я, знаете, даже маму пригласила к Элеоноре. Я говорю, айда, говорю, бабушка, и я, мама, считай, и Азалия. Мы хотели втроем вообще прийти к Элеоноре, чтобы она нам всем троим красивые бровки сделала. И мы все втроем ходили с красивыми бровями. Бабушка, мама и дочка. Но контент не получился, мама отказалась. Как дела? Хорошо. Тебя увидела еще лучше Всегда стало. хорошо выглядишь. Это я, смотря на тебе, между прочим, пластику сделала. Да. Мин һине һөям гаебен һинең Кыйгас каштарың миңа охшаны Караным һиңа оялып киттең Йөрәгем яна шәберәк тибә Күңелемдә һин, уйдарымда һин Син һәр коткар мөхәббәттә бит мин Уйдарымда һин, күңелемдә һин Һинең яныңа ургыланам мин Так красиво нарисовала. Ну ты и правда художник, Лена, так красиво нарисовала вообще. Правильная форма бровей, красивые брови, это 80, даже 90, наверное, процентов, да, красоты. Может быть, дорогая помада, дорогая косметика, дорогая одежда, но если вот брови не в порядке, уже все теряется. Красивые брови, это все. Кстати, мои брови, они не простые, они волшебные. У меня после моих бровей всегда меняется у людей жизнь. Если за 10 лет посмотреть на всех моих клиентов, таких, которые постоянно у меня что-то делают, у них постоянно вот что-то меняется. Вот мы это вместе с клиентами замечаем, да. И замуж выходят, и там жизнь меняется, и покупки какие-то, еще что-то. Поэтому, когда делаете брови у нас, всегда у меня особенно, нужно загадывать про себя что-то. То есть нужно просто думать о том, что вы очень сильно желаете, и это сбудется. Я ж чувашка на голове. Слышали? Сейчас я тоже загадаю что-нибудь. Нет, я же сегодня не совсем отдыхаю, я сегодня улетаю в Москву, у меня в Москве прием. В смысле, ты в Москве брови делаешь, что ли? Да, я каждые где-то 1,5 месяца, 2 месяца где-то летаю, но это по записи, конечно. Прием в центре города, метро Маяковская. Нифига себе, прикиньте, оказывается, на вахту ездит Элеонора. Вахтовик Элеонора вахтовым методом ездит в Москву, делает брови москвичам. Нет, у нас прилетают и из Эмиратов, из Катара есть там клиенты, из других этих, ну, Обалдеть. москвички прилетают сами тоже, очень часто прилетают, но есть момент такой, что у кого-то дети, например, у кого-то там, ну, не может вылетать. Так что имейте в виду, девчонки, москвички, кто меня смотрит, Я Элеонора. раньше в Питер так ездила. И очень в Питер часто. даже, говорит, летает, прикиньте. В 2 месяца раз, да, прилетаешь туда, или в месяц раз? Ну, как в там? Москве, да, где-то, ну, вот интервалы где-то 1,5 месяца, 2. Так сладко уснула. Это я почему вот вам рассказываю, потому что многие на самом деле, как и я, вот думают, что брови, вот, ну, татуаж больно делать. Раньше помните, как больно было? Это же капец, какая боль была, да? А мне Элеонора в тот раз еще говорила, ни капельки не будет больно. И оказывается, действительно не больно. Вот прикиньте, можно спокойно уснуть. Почему сейчас так, ты же мне даже не обезболивала, Элеонора? Нет, я обезболила. А, Локально, да, локально один раз. Раньше вот мастера делали, почему до такой степени больно-то было? Сейчас так делают тоже. Да? До мозгов, если делать, то еще больно будет. А. Ну, здесь анестезия не такая, ни уколы, ничего, это просто гель, он локальный. А мужчины на татуаж приходят, нет? Да, приходят делать, даже есть такие, которые волосковый делают для загущения. Да? А что, у него брови нет, что ли? Ну, такие редкие брови. Они голову загущают, вот, допустим, а когда поредевшие, допустим, волосы на бровях, на голове. Вот, делаем имитацию луковиц, называется трихопигментация. Это что такое? Это точечно на голове, получается, делаем такие микро-микро точки, они имитируют как будто бы свои луковицы. Ничего И себе. получается загущение, затемнение. То есть это у кого, это у женщин, у мужчин, кто страдает поредением волос, аллопеция, после пересадки. Очень красиво тоже смотрится, можно вот загущение делать. Ты обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас ну никогда не погаснут все огни. Я тут почти 40 минут бросила. Да? Ну да, это мне сказал 11:30. Ну ладно, что-то. Я думаю, пора закончим. Ну вот, зато ты массаж ног делаешь. Че, ты не выспалась, что ли? Ну, недавно проснулась.
Да, проснулась. Как перманент держится. Ну, смотря какой тебе сделает. Сейчас вот Элеонора проконсультирует тебя, когда. Яркие брови мне не надо. Она не сделает тебе яркие. Темные тоже не сделает. Она тебе просто вариант покажет. Ты что так агрессивно настроена? Как будто я тебя заставляю. Нет, а что ты так прям пришла такая сразу агрессивная? Я боюсь. Не надо переживать. Я вот тоже, между прочим, переживала, когда Элеонора впервые пришла. Я боюсь испортить. Элеонора никогда не испортит. Это такой специалист, который брови не может испортить. Такой злой. Азалька у нас боится. Никогда в жизни не Меня зовут делает. Элеонора. Смотрите, я сейчас могу что сделать. Мы сейчас вам сразу ничего делать не будем. Переживать не нужно, никто вас не положит, все с вашего разрешения будет. Сейчас, смотрите, я вам нарисую эскиз, покажу, что мы можем сделать, да, то есть по какой форме. Если вам все понравится, дальше, допустим, буду уже консультировать, ну, рассказывать, да, то есть и уже ляжем на кушеточку. Сначала, естественно, это все выглядит ярко, да, то есть вы на маму вообще на свою не смотрите, потому что у нее вообще другая ситуация. У нее были там синие брови, там мы их перекрывали, удаляли, то есть вообще другая ситуация. У вас абсолютно все по-другому. Во-первых, у вас чистенькая кожа, очень нежные бровки, да. Получается, нету бровей, полная лапеца, мы делали вот такую вот красоту. Вот, да. У нее зажил, у нее прям легкий остаточек сейчас. Смотри, Очень модельная, прям, другая, да, модельная, прям космическая девочка. Вот здесь вот проблемные, да, брови мы делали тоже. То есть здесь прям рубцы мы делали, исправляли. В вашем случае все-таки это вот что-то такое вот я бы вот такое посоветовала. Посмотрите. Вот видите, вот это вот заживший перманент, очень легкий. Я вам сейчас просто подрисую, покажу, как вообще примерно будет, да. Я вам даже возьму не карандаш для эскиза, а обычный карандаш возьму и покажу вам, ладно? Сейчас я выйду на улицу. Элеонора. Только вот знаете что, я же после операции, я вот только буквально вчера приехала, по уменьшению желудка делала. Вот думаю, можно мне вообще, вдруг это что-то как-то повлияет или не повлияет. Ну вот, короче, вот такие у меня брови. Вот. Вот так вот. Охренеть, у меня кожа красная, кажется. Вот, видите, да? Она, какой-то парный. А? Эй, не тарный да. А, не каштар. Каштарым кара. Мотор işte evet. Мотор evet ya. Мини кальфиттер даже отрамали. Первый взял. Первый взял. А что Закрывать дверь холодно. А? Закрывать дверь холодно. Асықтың ма әлі? Вообще асықтым мен. Енді асықтың вообще-то. Анда Азалия зылайып келіп тұрып асыққан. Как будто мен заставлять та маған қарсы тұр. Аделинаға барып жареный картошка ашайық та. Жатқан екен. Білмеймін, айтқан емес. Все настаралайық та. Потом Азалию заберем. Пока Азалия делает брови, мы съездим к Аделине жареную картошку покушаем. Мы еще грибы взяли. Прошлогодние грибы. А если он отравится, и тоже найтердер. Не отравится дядя. Мачеха отравила пачерицу. Ты вот. Ну все, мы едем через минут 10, будем у тебя. Аделина, что купить? Ну, хлеб и кофе только молотый. У меня кофе закончился и хлеб. А, ну ладно. Альберт начал мне комплименты делать. Мына куртка не килешатины. Мына каши не килешатины. Прикиньте. Что это с ним? Интересно, весьма. Ай, бутылка кофе машина. Давай грибы набери мне. А береу гына, что ли? Неудобно, пожалуйста. Какая была это там? Все взяли. Альберт до того асыққан. Сош прямо бежит вперед меня, быстрее кушать хочет, блин. 3 часа сидел, ждал меня в машине, пока мне сделают брови, прикиньте. Я ему сказала, езжай к Аделине. Нет, блин. Сидел, охранял меня с моими бровями, блин. И проголодался. Сейчас злой, все злые. Все кушать хотят. Азалия там сидит злая. Аделина, походу, дела дома тоже сидит злая. Не кушает, нас ждет. Домофон, что ли, у нее поставили. Какая квартира, Альберт? Че, пожарил картошку, Аделина? Да. И на, это те грибы. О, спасибо.
Будешь картошку жарить с грибами. Я ему сказала еще, чтобы он к тебе поехал. А он нет, меня охранял, блин. Вдруг украдут. Да, с моими бровями. Я не знаю, что, кстати, морозила делать, но она меня не слушается никогда. Вот раз, тебе пьем. Я его уже раз... Да? Положить надо. Наверное. Я просто не учу. Тин, а что ты не сказала, что тебе грибы нужны-то? А мне не нужны, у меня они не закончились еще даже. А, да? А зачем папа тогда грибы открывать? Я не знаю. Какой странный. Он больше всего мне грибов дает. Блин, вот ты да, дурак. Альберт, помоги, макароны. О, спасибо. Ай, спагетти. Хлеб. Вот тот же сыр, который ты говорил вкусный. Он маздам называется. Ага. Вот тебе яйца. Яйца мы уважаем. Яйца. Вот тебе кофе. Вот это Ура, кофе? да. Че, кофе, чай, кому что? Мне кофе. Вот этот. Индейка тебе. Сметана. Салаты заправлять. ППшные. И паук. Это что, с грибами, что ли? Да. Гриба она, оказывается, не ест. Мы ей привозим. Альберт, вернее, привозит. Что ты ей грибы привез? Она, оказывается, не ест грибы, Альберт. Вчера сказала же, грибы возьмем с собой. Нет. Ну, я же не знал, что у нее ты поставляешь грибы ей. Это папе? Да. Так, вот когда а в коем холодильнике? Дело тебе, да, пап? Сметана как меня Вона охлажденка, да? Хорошо. Нет, у меня дисплей. Не чавкай, ничего не слышно. Вот это вообще не заставишь. Это Ага. Прям как сойку дала. Капец, меня обожаю. А сейчас зона с этой встречается. Я не знаю. У меня в голове не укладывается вообще. Вот это да. Кошмар. Вот что, но вот это тоже не ожидала, что он болеет таким. Это же не шутка, это же вообще же. Какие же вроде должны вносить какой-то реестр, там они не могут же типа просто вот так ходить. Не знаю. Могут, Аделина. Им никто ничего не может запретить. С собой заверну. Чего завернешь? Картошку, остатки. Ну, давайте. Я готова была уже. Уже контейнер приготовила. Аделина говорит, я такое есть не буду. Говорит. Я просто знаю, сколько там масла. Да? А по-другому ее не приготовишь без масла. Ну Она да. не готовится. Да, картошка масло любит, между прочим, вообще-то. О, вкусно, спасибо. Такая вся коричневенькая, поджаристая, такая Я ее три раза, по-моему, грела после того. жирненькая такая, как мы любим прямо. Аделина вон даже мне целый пакет моих контейнеров собрала, видите? Вот, видите, куда пропадает контейнер? Ну ладно, Аделина молодец, в тот раз она мне не то на 8 марта, что ли, целую упаковку, коробку контейнеров подарила, потому что я ее отругала. Я ей отправляю еду в контейнерах. И все, Аллах Акбар, ни контейнеров, ничего. Вот. Закрывается вот так. Да, она плохо что-то закрывается, это китайский, дешевый. Ну ты похорошела, Аделина. Спасибо. Я схуднула на 3-4 килограмма. А, из-за этого, что ли, это, лицо так прям посвежело, как будто. Ну да, весь февраль я к косметологу ходила. А, из-за этого, наверное. Ну, Минда Карайна там что-то изменилось, такое посвежело, хорошо. Ну да. А что делала? Сперму лосося. Чего? Ну так и называется. Сперма лососяма. Это что такое? ПДНР, как-то так это называется, короче, это у рыб берут... Сперму? Ну да, типа как это жидкость, которая помогает им икру делать. Ага. И вот ее там перерабатывают и вкалывают тебе как биоревитализация, только вот эту штуку, короче. Её Ну ты чё? Да, ее же даже Ким Кардашьян или Кайли Дженнер, кто-то из них же ее популярной сделал. Дай-ка я поближе посмотрю такая. Вот ее так вкалывают как биоревитализацию, так на все это лицо. И типа оно омолаживает, регенерацию запускает. Я вот 4... Нет, я вот смотрю, тоже говорю, ты прям похорошела. Что творит сперма лосося? Так что, если хотите омолодиться, принимайте сперму лосося. Ну, ее не принимать надо, только колоть надо. Обкалитесь сперму лосося. Не, вы тоже можете, кстати, попробовать. Ну, мне Там пока можно. ничего нельзя ну делать да, пока. это- Сейчас я вам, друзья, покажу Аделину аптечку, как у бабушки. Даже побольше будет, чем у ее нанейки аптечка. Вот. Ёпарасота. Такая большая, Аделина. У нас это меньше. Чего у тебя такая огромная? А я просто часто болею. Чувствую болезнь. Спасибо. Картошка на панкреатин сыргарак достан. Иначе, блин, все уже.
Азалияны ресторанға апарам деп вообще айттым да, ана Аделина екі көк кемшірі. Две надо выпить, да, панкретин? 3-4 даже. Нет, две только. Не надо 3-4, вас же пронесет. Что это такое? Конкретно. Пронесет это в туалет пойду? Мне даже одного хода. Пронесет это в туалет пойду? Да. Это же хорошо, я в туалет же не могу ходить. У меня же проблемы с туалетом. Менелік панкретин бішулі сетағаны. Ой. Сенде бішулі зейнің. Пускай меня пронесет. Посрем весь туалет за А, посрешь меня, проблема, Аделина, мне вообще ничего не помогает. Что у тебя, свет не горит, что ли? Говорит. Че, как дела? Ну как тебе? Ну, сказала, подмоется еще. Ага. И будет намного светлее. Ну и так светло, не темно вообще-то. А мне не должно быть темно. О, хорошо, так естественно сделала, да. Хочу в туалет. Тебе как самой? Пока не знаю. Красиво, Азалия. Вообще даже непонятно, незаметно, что даже татуаж это, да? Покажитесь, девушка с новыми бровями. Сейчас, подожди, я тебя увеличу. Прикольненько. Тебе самой понравилось, нет? Пока не знаю. Пока не знаешь. Аделина, ты что скажешь? Ну, пока непонятно. У меня же пока не спал еще он до конца. А? Она как будто вот, хочется, чтобы спала немножко. А, ну спадет еще. Ну, у меня же тоже вот. Потом еще наоборот затемнить еще охота будет. Нет, мне. А, тебе? Ну, у тебя, да, у тебя там... Да, ну этот, он... Ты чего? Ким Кардашьян. Ким Кардашьян. Ну, такие мы любим брови. Мы потому что дети 2000-х, ай какой, 80-х нем ваши. Я операцию пластическую сделала, теперь мне кажется, что я дети 2000-х. Я все моложусь и моложусь, не видите, что ли? Гонюсь за вами. Одеваюсь даже как подросток. Видали, я новый рюкзак даже купила. Вот, сейчас я вам покажу. Дорогие друзья, сейчас поставлю камеру и покажу я даже, какой рюкзак новый купила. Наконец-то я купила новый рюкзачок. Сейчас я вам сделаю на него обзорчик. Посмотрите, с обезьянкой. Познакомьтесь. Не мистопи, не пропускай съем, Я же год обезьяны, поэтому повесила обезьянку. Не повесила, а мне рюкзак пришел с обезьяной. На Вайбер взяла. 1700, что ли, стоит. Мы же там... Да, мы же постоянно в аквапарк, а после аквапарка в KFC заезжали, да. А сейчас мы даже в аквапарк не ездим. А давай вспомним и все вчетвером в аквапарк поедем. И папу, как всегда, не пустят на горке. Его один раз пустили, и там столько брызга было. Потом весь аквапарк затопил.